Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. И к нам сегодня в гости пришел повар, финалист конкурса фестиваля Мусу Стар Уйгулан Мандаров. Уйгулан, приветствую. Да, спасибо, что принял наше приглашение принять участие в нашей передаче. И учитывая то, что у нас кулинарный концепт, с чем ты к нам сегодня пожаловал, что будешь готовить? Когда я начал думать насчет того, что я буду готовить на этой передаче, я начал думать, могу приготовить какой-то интересный рецепт и тому прочее. Ну, Учитывая то, что ты повар, да, потому что Да, тут гости бывают разные, да. совершенно разные люди, но повар тут, само собой, Ну и потом я вспомнил... мера ответственности, обязанность какая-то, да. Да. Ага. И потом я вспомнил название передачи «Просто и вкусно», и Да. я решил не заморачиваться. То есть Но тут просто делать. название передачи тоже двоякое. Это может быть просто, запятая, вкусно, а может быть просто вкусно. Понимаешь? Тут как бы, да. Ну, Игра слов. В конце посмотрим. Да. В конце посмотрим реально, что получится. да. Так, итак, что будет? Так, у нас будет сегодня на первое блюдо это картофельный крем-суп из сухого картофельного пюре, Так. тот, который продается в обычных магазинах. Крем-суп, хорошо. С использованием бекона, также оливок и черри. Оливки и черри, они присутствуют для того, чтобы был такое вот чувство свежести, когда кушаешь суп. На второе блюдо у нас будет ризотто с грибами, которые у всех повсеместно дома лежат, которые собраны летом, там, я не знаю, осенью. Ну, грибы собирают почти все, да. Но не все их любят, и не все можно. Ну да, но Да-да. в целом мне нравятся грибы. Я тоже. Вот. Ага. И в целом продукты, они самые простые, потому что Есть везде, короче, есть у всех, не должно что-нибудь такое. А ризотто же это как бы итальянское итальянское. блюдо, да. Я буду использовать обычный краснодарский рис. Да, краснодарский, который есть в Но любом в магазине. аутентичном рецепте используется рис арборио, басмати и прочее. То есть, Короче, да. да. Его надо искать и все прочее, но я не Да. стал заморачиваться, просто буду использовать рис из Краснодара, который высокого содержания крахмала, для того, чтобы соус максимально обволакивал зернышки риса. Вот. Итак, учитывая, что у тебя два блюда, я предлагаю начать и... Погнали. Да, погнали, да, и потихоньку Так. разговаривать. С первым, с чего начинаешь? С супа, да? Ага, начнем с того, что мы добавим в сотейник чуть-чуть сливочного масла, для того, чтобы жир от бекона, который мы будем использовать в супе, он легче растапливался. Да, это надо уже включать. Ну, пока максимально... Не-не-не. не Нагрев сильно, да? средний, да. Для того, чтобы жир не агрессивно вытапливался, а постепенно. Просто чуть-чуть растопился и все, а не поджаривался. Да, ага. К этому времени я подготовлю овощи. Можно, пожалуйста? Да, можешь вот этот взять. Ну, посмотри сам, какой удобный Вот тебе. это удобнее будет. Просто режу черри на крупные фракции, для Так. того, чтобы была некая текстура в супе. Да. Ну, ты прямо так профессионально объясняешь? Ну, хорошо, это здорово. Ну, в целом это моя профессия, поэтому Да, тебе нужно будет рассказать вообще, ты как к этому пришел. кулинария. Да, кулинария, но то, что чем ты сейчас занимаешься, как ты вообще туда пришел? Все началось максимально банально. Я начал смотреть сериал «Кухня» и заразился вот одном из телеканалов. одном из телеканалов, Да, где одном вы... из телеканалов. Так. Отсылочки. Так, Ага. где... Ну, там я заразился вот этой романтикой кухонной. То есть не буду углубляться, о чем идет речь в этом фильме, но там очень четко показана романтика всей индустрии кулинарной, так сказать, да? И я заразился вот этим. Так, окей, сейчас я подготовил овощи, так скажем, и просто Можно поменьше даже, по-моему, делать уже. добавляю в масло, которое вытопилось. Вот мы видим то, что уже довольно такое большое количество жира вытопилось. Добавляем сюда оливки. Черри не будем. Пока не будем. Добавим, потому что нам необходимо сохранить свежесть. Иначе, если мы сейчас начнем термообработку, то они будут иметь вкус консервированных томатов. То есть, Так. поэтому... Ты здорово, что ты все это так объясняешь. Да? Некоторые телезрители говорят, а чего вы там в конце рецепты не вставляете и все прочее. А то, что ты объясняешь, да, ну, Так. вдруг захотят тоже дома такой же приготовить. Здорово. Оливки мы прогреваем для того, чтобы они раскрыли свой аромат.
и будет такой яркий, пикантный запах. Ну, оливки без косточек, да, ну вот обычные черные оливки. И Да, ты черные порезал самые пополам, простые, положил. которые в любых магазинах, дома, которые уже там полгода валяются, их можно использовать. Потому Так, что, серьезно, они консервированные валяются. продукты. А, вот, точно, оливки, давай. Вот так как это консервированный продукт, он хранится очень хорошо. Довольно долго, да, я знаю. Добавим еще чуть-чуть сливочного масла. И в принципе на этом этапе мы можем добавлять наше самое простое, обычное картофельное пюре, которое... Опа. Добавим на первый этап. Раз. Чуть-чуть пролил, ничего страшного. Бывает. 3. 3 ложечки. Это я рассчитываю на 2 порции. На 2 порции, нам с тобой. Да. Итого 4 ложки полных столовых. Опа. Да, вот мусорка, Опа. можешь убрать. Так. Дальше мы чуть-чуть прогреваем всю эту массу на медленном огне. Да-да-да, нет, это она работает, когда только вот когда Ага. соприкасается, потому что это Прогреваем всю эту массу. То есть тут используется техника рю. Рю это когда продукт с большим содержанием крахмала обжаривается на относительном количестве жира. И после чего добавляется жидкость. У нас это молоко. молоко, ну на молоке. Ага. И ну, должно схватиться Да, все. оно все должно Да, загустеть. и пюре раствориться, грубо говоря. Ага. Так, и на этом вот. этапе, когда мы видим то, что у нас молоко все полностью схватилось в пюре, добавляем для легкости супа воду. Ну да, ну чтобы это реально был супом, а, Да. а не кашей. Да, да, Так, так. а не пюре. Да-да-да, а не пюре. Вот. Суп-пюре, ну как бы так. И просто ждем, пока она дойдет до кондиции. Ага. А, ну чуть побольше можно, да, темпера, да? Так, и параллельно мы уже начинаем заниматься нашим ризотто. Ризотто. Да, для ризотто необходимо почистить и нашинковать мелким кубиком красный лук. Мгм. Опа. Сколько лет тебе было, когда ты уже, ну скажем так, ты проникся, вот сериал посмотрел, да? О, ну, я тогда еще работал официантом Ага. в одном популярном ресторане, называется Мусхая. Ага. Я работал официантом, я смотрел то, как работают повара, и находил что-то общее. Вот, Нет, а с вообще сериалом. как ты вот как ты пришел вообще к тому, что ну все-таки официант это же тоже же близко к кухне, к Да, 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 ресторану. да, да, Ну да. то есть тебе вообще нравилось готовить, да? Не, мне не нравилось. Не нравилось? Не нравилось. То есть потом уже понравилось? Потом уже понравилось. Итак. В первую очередь, я проникся самой атмосферой сериала. Ага. То есть, что там происходит, мне было максимально интересно. И постепенно, когда я начал уже проникать в целом собственную внутреннюю кухню, я уже начал понимать, то, что это интересная Работа. вообще работа. В целом можно что-то открыть для себя нового, чему-то новому научиться и тому прочее. Мгм. Так, окей. Я мелко нашинковал красный лук. Чуть-чуть еще пройдусь. Ага. Ух И ты. на этом этапе... Ловко получилось. И сковородку надо нагревать Да. тоже, да? Так, можем поменять их местами. А, ну чтобы тебе ближе было. Ага. Да, это я расставлю поменьше. Сейчас, опять же, я использую сливочное масло. Ага. Опа. На небольшом количестве сливочного масла припускаем лук. Не обжариваем, а именно припускаем. Для чего? Для того, чтобы в последующем белый рис не приобрел оттенок вот коричневатости. Потому что ризотто это все-таки блюдо, так сказать, утонченное. Прямо скажем, утонченное, да? Да, ага. Поэтому нам необходимо его просто припустить до прозрачности. Так. Лук и вот лопаточка есть, если что мешать, чтобы сковородочку. В целом на кухне мало кто пользуется лопаткой, потому что вот всегда вот есть у всех привычка, да, то есть кто-то ходит на кухне и такой, о, что-то жарит, и пошел дальше своими делами заниматься. Вот такая вот история, поэтому все равно я возьму лопаточку. Ну да. Тем не менее, да? Да. Ага. Так, а тем временем Все, у нас, подкипать. в принципе, суп уже готов, то есть, А вот так даже. да, вы можете уже посмотреть то, что он уже приобрел консистенцию
энного такого супа, крем-супа, да, так скажем. Да-да, а солить, перчить, там какие-то... В конце, В конце, да? Да. Хорошо. Все А то супа я хотел, надо- уже ложкой взял, думал сейчас. Все супа доводятся до вкуса в конце, потому что суп все-таки имеет свойство выпариваться, и чем больше влаги мы выпариваем, чем выше у нас концентрация соли. Вот. Добавим еще чуть-чуть сливочного масла. Опа. И мы уже видим то, что у нас лук стал прозрачным, его борзость уже пропала. На этом этапе мы добавляем сюда 100 грамм белого вина сухого, Так. любого, столового. И необходимо его максимально быстро выпарить. Делается То это есть для того, чтобы... Большой огонь, да? Ага. Ага. Делается для того, чтобы в последующем блюдо не... Не в кислило. блюде- да, не кислило. Ага. То есть аромат вина остался и все. Да, 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 ну, не совершенно верно. И пока ждем. К этому времени мы подготовим наши грибы. Грибы у нас замороженные. Да, грибы, что за грибы? Любые грибы могут подойти, да? Тут Как и говорили. то, что собирала моя мама. Отправила да, зимой с посылки. То есть тут, скорее всего, большое количество шампиньонов, Шампиньоны, да. также Маслята. маслят. Маслята. Ну и белые грибы, наверное, есть. Мгм. Вот. А мама откуда отправляет это? Это из района Татта. А, ты татинский сам, Да, получается. татинский. А, заречный, я Мингрангаласский, если что. Да, но там грибы растут много. Ну да, в целом же сама Якутия, она же очень богата сырьем. Ну да, чего только нет, у нас нету. Ну да. Хотя у нас был недавно доктор биологических наук, он сказал, что у нас в Якутии растет около 2000 видов растений. Всего-навсего. Ну, вроде как бы много, да, но с другой стороны, в средней полосе около 10 тысяч. Ну, это 5 раз меньше. А у нас зато остались самые стойкие, самые сочные, Ага, самые ага. больше всего то, что приспособлено нашему климату и все прочее. Ну, то есть максимальные, короче, такие. Кстати, Серьезные ребята остались. интересный факт. Вот это сливочное масло, это родом из моей деревни. Да-да-да. И в сельскохозяйственном конкурсе они вроде как занимали первое место по всей России. То Даже есть, так. В принципе, сливочное масло, оно само по себе вкусное. Ну так да. еще и лучшее в России. Деревенская. Да, ага. Да-да. Все, вот видим то, что вино максимально выпарилось. На этом этапе мы добавляем сюда сок, не выкидываем, добавляем сразу вот сюда. Грибов, да? Да, ага. Почему? Потому что это вкус, и когда мы вымываем вкус, ну и соответственно вкус станет пресным. А этого нам не особо. Ну, и грибы же маринованные, так получается, да? Нет, просто это промытые. просто и- промытые. А, да, и они все замороженные. практически свежие грибы замороженные. Да, да, да. Все, понял. Ладно. Ну, я раньше помню то, что моя мама мариновала их. Больше не люблю. Ну, вот, свежие. Их же можно вот реально достать, мне мама тоже так же делает. Это достать, пожарить, и вот сразу аромат свежих грибов. С Да. картошечкой. Да. Тема. Вот. Все. Видим то, что влага активно выпаривается. На этом этапе мы добавляем наш рис. Здесь на порции 2,5 где-то так. Рис просто вот так добавляется и все. Да, ага. Главное, чтобы он впитал в себе все ароматы. Все эти соки. Ага. Те, которые находятся в грибах, в белом вине и в Ну, красном луке. Да, луки. Ой, аккуратно. И где-то минут 30-40 мы будем заниматься тем, то, что будем активно его перемешивать, так как оно быстро впитывает влагу, также оно быстро выпаривается. Поэтому нам будет постоянно поддерживать в нем среду. Да, это на максимальной стоит. Да. Сам смотри с огнем, да, потому что да, на незнакомая плита может и подгореть и все прочее. Совершенно Можно верно. воду добавлять. Да, ага. Ну, задача ризотто в том, то, что оно готовится на основе куриного бульона, на самом деле. Я сейчас использую воду по той простой причине, потому что у нас суп сам по себе такой густой, нажористый, так скажем, да. Поэтому я использую просто воду, так как грибы сами по себе они очень насыщенные. Также я буду их догонять по вкусу сливочным маслом и твердым сыром пармезан. То есть насыщенности в нем будет хоть отбавляй, поэтому я и не стал использовать куриный бульон. Вот всё.
Итак, возвращаясь к твоей истории. Работал официантом, да, проникся кухней, и как ты стал поваром? Ну, то есть, Как я стал? как тебя допустили, скажем так. В общем, забавная история. Одна моя подруга работала в кафе, и я такой смотрю. Тогда еще была такая интересная социальная сеть, где можно было писать свои мысли и все прочее. Она написала о том, что необходимо найти повара, даже можно без опыта. А я помню то, что у меня было желание работать поваром. Я такой, Даже типа, так? Ага. И такой, типа, о, давай, а что нет? Прихожу я на кухню и вижу там, ну, знаете, типа, ну, зрелище такое, знаете, не из приятных, конечно, но в целом факт того, то, что я попал на кухню, меня очень сильно мотивировало, да, то есть всему прочему учиться. И в последующем как-то дорос и постепенно начал подниматься, не то, что подниматься. Ну да, А в целом- набираться опыта, скажем Да, так. так скажем, ага. Набивать руку. Потому что же, да, одно дело, ты просто знаешь, что, как готовится, другое дело, ты сам это пробуешь методом проб и ошибок, скорее всего. Да. Да, потому что всегда же говорят, первый блин комом. Да, Да. что-то может пойти не так, либо не так. Потому что же в ресторане, например, да, очень важен, чтобы один и тот же продукт, допустим, я сегодня пришел, через год пришел, он был такой же. Да, технологическая цепочка, например, да, ну, скорее всего, это же как... Ну, насчет того, то, что вот технологического процесса, есть такой интересный факт, то, что, условно говоря, во всех заведениях есть технико-технологические карты. Ну да, да, как именно что, как готовить. Да, и там граммовки везде одинаковые. Но прикол в том, то, что люди с разной мотивацией готовят ее по-разному. Вроде бы такое же количество продуктов, такое же количество времени на готовку и все прочее, да? Но результат почему-то разный. Чуть-чуть разный может быть. Да, ага. По той простой причине, потому что, ну, все-таки в деталях кроется, да, наверное, рецепт какой-то вкусной пищи. Не именно в самом рецепте, а в деталях. Вот. И поэтому вот такая вот интересная вещь. Итак, возвращаясь, тогда давай поговорим мы про конкурс. Да, как ты о нем узнал и почему принял решение в нем участвовать? Об этом конкурсе рассказал мой наставник, его зовут Михаил Семенов. И он сказал то, что вот проходит такой конкурс, не хочешь поучаствовать? Именно для молодых поваров. Да, ага. Я такой с радостью согласился, зарядился прям энергией конкуренции, да, вот соперничества духом. И в целом вот я здесь сейчас стою. Да, в качестве финалиста. А много было участников и какие условия были для подачи заявки? Так, отбор был в формате видеороликов. Участников, насколько я знаю, было около 30. Ну, то есть это Точнее, 27, ага. Какую-то визитку сделать, да? Да, визитку. То есть там же надо было такой же рецепт снимать, то есть видеоролик какой-то. Ага. Ну то есть на камеру что-то приготовить. Да, ага. Так. И вот все в целом. Я отправил видеорецепт, кстати, на основе того же сухого пюре. Ага. Ну, это очень универсальный продукт, потому что его можно использовать как загуститель супа, как само пюре, как, не знаю, вообще множество вариаций, где можно его использовать. Ну, то есть нужно быть обязательно профессиональным поваром, да, либо Нет, как? по-моему, нет. Кто угодно? Да, Ага. А как думаешь, почему ты прошел количество финалистов? Финал как ты прошел? Да, не знаю. Потому что я крутой, ты скажи, да? Есть такое. Есть такой-то, есть малеха, да? Нет, ну я думаю, что в целом я постарался над видео, то есть мы наняли профессионального видеографа, который все это снимал. Я тщательно все продумал. И в целом мы сделали такой некий продукт, который все-таки вышел в финал. Я этим рад. Хорошо. А что тебе дает этот конкурс, как ты думаешь, в первую очередь? Опыт. Ну и когда вот чувство соперничества, да, когда ощущаешь, вот, ну, мне нравится вот это чувство, когда вот драйв, вот что-то вот прыгаешь, заряженный такой. Что-то сделать, как бы показать себе, да? Ага. Ну, мне есть что сказать этому миру, так сказать. И поэтому я всегда за любой кипиш по типу такого. Вот и все. Что мне лично дает? Опыт, ну и бэкграунд какой-то определенный. Как ты думаешь, что
Ну вот, скорее всего, ты уже, да, уже готовкой, уже на ты, да. Что нужно, чтобы быть очень хорошим поваром? Ой, не знаю. Ну, чтобы быть Ну, очень какие хорошим. характеристики нужны, ну, для твоей профессии? Я думаю, дисциплина. Мгм. То есть дисциплина первостепенная, то, что... Ну, дисциплина в первую очередь привычка. Человека определяет привычка. То есть, ну, это все, я думаю. Просто дисциплинированно выполнять какие-то свои некие обязанности, работать над собой, видеть какой-то стимул в развитии. И в целом как-то так, я думаю. Ага. Но ты уже решил свою уже дальнейшую жизнь связать с Да, готовкой? определенно. Определенно. Ну, то есть уже в другой роли уже себя не Ну видишь. да, я кроме этого ничего не умею. Шутка. А. Ну, то есть все будешь готовить, короче, да? Да. А вообще сам что любишь кушать? Есть какие-то личные предпочтения? Просто качественную еду, наверное, ага. Ну, то есть нет конкретного блюда. То есть типа карбонара, цезарь, да. Ну, мне они тоже нравятся, определенно, но в первостепенно то, что чтобы было приготовлено качественно, из качественных продуктов, ну, не обязательно из дорогих, главное, качественных продуктов, да. Мгм. Главное стараться просто. И тогда сразу же видно, когда человек старается. И вот. Как-то так, ага. Слушай, ну вот ты молодой, да, скорее всего, тебе не нужно следить за питанием или уже? Потому что, ну, сейчас же везде такая тенденция, вот, правильное питание, да. супер Осознанное, ПП, осознанное. осознанное, да, многие считают там подсчет КБЖУ, обязательно там вот это нельзя, сахар белая смерть, там, ну, вот какие-то вот такие эти моменты, когда непонятно, ну, что кушать вообще, да. Колу нельзя, можно колу, там, не знаю, фастфуд, многие говорят, ну, что это вообще никуда не годится и все прочее. Как ты вообще к этому относишься? Ну, сейчас уже, скажем так, это уже у всех на устах. Ну. Да, мы без этого уже не можем. Это же такой, мы в таком мире живем. Кстати, Как, очень как в твоем случае? Вообще интересный вопрос, потому что, ну, я прям так не слежу, да, за калориями, БЖУ и все прочее, да, но в целом стараюсь, чтобы мой рацион питания был разнообразен. Но все равно грешу тем, то, что употребляю в пищу сухое картофельное пюре. Но я это не осуждаю по той простой причине, потому что там просто из самых плохих продуктов это консерванты, которые во многих продуктах есть. Также там есть глютамат натрия. Но я в этом никак не брезгую, потому что первая страна, которая употребляет глютамат натрия, это Китай, Корея, Япония. Да. А все эти страны, они долгожители. Да. Может быть, это И- вообще дело не в этом тогда, может Да, быть. дело совершенно не в этом, по той простой причине, потому что у глютамата натрия такие же свойства, как и у соли. Просто если очень много глютамата натрия употреблять, такое же будет последствие, как и от соли. Поэтому я ничего плохого не вижу в том, то, что в блюдо добавляется глютамат натрия. Это совершенно нормальная культура. Также Ну, то есть это тот новый мир, в котором мы живем, да. Потому Да, что да. когда слишком много народу, но без добавления вот этого, ну, как Ага. говорится, да. да. Что мы делаем дальше? Продолжать. Продолжаем. Нет, ну так надо. Ага. Так, ну, также у нас рис почти готов. Ага. Верхний слой его полностью уже готов, но так как рис, так скажем, плотный, да? Ты визуально определяешь, что он готов? Либо ты уже попробовал? тактильно можете попробовать. Вот, Вот так. чувствуете, как шершавит? То есть, Ну то есть рис уже трес- какой-то- ну, не то, что трескается, да, ты ощущаешь Трк-трк, да? текстуру риса, вот когда лопатой усюкаешь. Вот. Ну, именно тактильно, вот. Ну, иногда и визуально, да. Но в целом это привычка, которая обретается с опытом. Ну да, Определять да. готовность Снабить того им или руки, да. иного. А бывает, что блюдо не получается? Что делаешь в таком случае? Не то, что выкидывать, да и да, и чё. Сам, Да, да? но не всегда же что-то должно получаться. Тем более, если ты открыт к новым опытам. Да, ну что-то не проследил, подгорело Да, или да, что-нибудь да. такое. Ну, все Это равно же, частое да. явление. То есть, типа, это вообще, типа, окей. Ничего страшного, да? Да. Заново и все. Ну, в этом случае надо быть каким-то стоиком, наверное. То есть стоицически относиться к своим ошибкам. Да, потому что, ну, многие считают, что, ну и вообще это известно, что работа на кухне это всегда тайминг, всегда давай, стресс. и всегда стресс. Да, ну, то есть как Но бы меня это надо выдерживать. Да. И Меня причем- почему-то просто заряжает вот эта вся атмосфера.
прям мне самому хочется, вот, о, давай, заказов побольше, ага, и типа такого. Да, давай, следующее, что еще у нас? Да. Вот такое, да. Ну, то есть- Но может же тогда случиться какое-то выгорание через, ну, допустим, конечно. в таком режиме, когда все время стресс, ну, человек долго не может это работать. Да. Что тогда делаешь? Какое вдохновение? Вдохновение, Да. чуть-чуть абстрагироваться. Мгм. Ну, выгорание в плане эмоциональном, ну, это просто абстрагироваться, я думаю, от работы, от всей этой суеты. Мгм. И просто чуть-чуть отдохнуть, дать себе волю полежать, как-то собраться с мыслями новыми и просто дальше идти. Мгм. А как ты отдыхаешь? Я? Вот по работе У поговорили. меня да. активный вид отдыха, то есть я отдыхаю в спортзале. Ну, иногда могу себе позволить там жестко поваляться, посмотреть. Просто на диване, сериал. Да, тупо лежать. Да. Ну, и это тоже важно. Да, потому что лень же это же не просто так в организме человека, потому что лень это вырабатывает какой-то вот дефицит тех или иных гормонов. Ты видишь, смотришь, и в какой-то момент все, погнали дальше, типа. М. Мгм. Ну вот как-то так. Мгм. А ты занимаешься продвижением себя? Хотелось бы, но все равно. Там, я не знаю, через социальные сети, через, там, я не знаю. Ну, например, вот участие в нашей передаче, это уже практически уже продвижение, да. Сейчас многие тысячи народа посмотрят и скажут, о, вот, оказывается, такой молодой повар есть. Фокусированно не занимаюсь. Ну, Специальным образом нет, да? да, потому что, ну, я же сказал про стоицизм. Будет уместно упомянуть такое выражение Марка Аврелия о том, то, что быть, а не казаться. То есть я не стараюсь, типа, прям где-то засветиться. Ну, если есть возможность, всеми руками за. Просто я убежден в том, то, что само должно прийти, если ты уже такого масштаба станешь. Ну, Ну, то есть специально куда-то там не лезешь везде. да. Ага. Слушай, ну вот работа на кухне, да, разные имеет. Там горячий цех, холодный цех, кондитерка, еще что-то, да. Что тебе ближе? Что ты больше любишь, да, допустим? Все равно же разделяется работа повара. Да. У меня был опыт работы в пиццерии, где я очень близко работал с тестом. Давайте я расскажу, что я делаю. Да, Сейчас давай. необходимо мне... Это уже готово практически, да? Да, ага. Сейчас он альденте, то есть в середине он немножко хрустящий. Вот это. Ага. Да. Но мне кажется, якуты это не понимают, потому что... Да, у нас говорят, сырой же. Да. Да. Нам вот, знаете, типа макароны, да, они должны быть уже там с мизинец, да, чтобы типа, готово, ешь и такой клейстер во рту. Это да, у нас такое есть, Но я это не осуждаю. Это неправильно, по идее. Да. По идее, это неправильно. Ну, многие Это не понимают. неправильно, но, блин, мы так выросли. То есть первое впечатление, оно остается в голове навсегда. То есть в любом случае мне понравится, вот знаете, типа каша манная, да, с комками от мамы, чем там прошутто. Нет, не то, что прошутто, а в целом вот это ризотто, так скажем. Да. То есть мне это ближе. Ага. Даем рису отдохнуть на контакт. За счет того, что он покрыт полностью, лишняя влага, она не будет выпариваться, то есть через края, и будет все сохраняться внутри. А ты уже снял с огня, ну, то есть выключил Да. огонь. И Ага. вот так, просто постоять. Да. Дойти самой, да? Ага. И тем временем мы занимаемся уже аккомпанементом на наш суп. Мы можем уже То есть начать... доведение супа, да? Да, можем начать уже прогрев супа на минимальном огне, чтобы мы еще успели подготовить чипсы из пармезана. Берем твердый Чипсы? сыр пармезан Так. и просто на слабо разогретую сковороду высыпаем сыр пармезан. Ага. То есть уместно есть крем супа вот с текстурой, то есть типа вот сухарики и все прочее. У нас будут чипсы из пармезана. Ну, то есть сверху посыпка, да, такая? Да, ага. Понял? Как крошка будет. Ну и в целом оно будет хорошо выглядеть. Ой, ставим сюда. Надо разровнять и дать некое время, чтобы он вытопился. Так, вот видим то, что он уже начинает он должен жариться. плавиться, да? Обычно нет, не бывает. Что-то пошло не так. Вот, все. Давай дубль 2, да. Не-не-не. Не, я же прикалываюсь. Так, все, видим то, что он уже полностью расплавился. Угу. И даем время для того, чтобы... Видим то, что шкварчит жир. Чуть-чуть. Ага. Просто потом дадим ему время остыть.
И просто отшкрябаем, сделаем определенную крошку и будем уже использовать его при Вот подаче. здесь, да. А тем временем уже подкипает. Так, тем временем у нас суп уже подкипел. Добавляем туда для свежести. Ну вот то, что ты в Черри. конце говорил, да, Да. уже порезанные черри. Да, мы не преследуем цель их полностью термически обработать, да? Ну чтобы они были, аромат дали и все. Да, нет, не аромат, а вкус такой, свежести. Да, ага. вкус, да. Все. Видим то, что пармезан у нас полностью расплавился. За счет того, что пармезан это твердый сорт сыра. Он, как и все сыры, он хорошо плавится, но его фишка в том, что он потом не тянется, а он высыхает и становится в крошку, потому что там малое количество Ну содержания как пицца вот это не делает. Он, не бык, делает. Он схватывает. схватывается. Ага. За счет того, что там малое содержание влаги и большое содержание жира. Если быть точным, 47, по-моему. Ага. Все. Жирность 47. Да, ага. Высокая. Все. Все полностью уже готово. Да, можно уже сервировать начать. Да. Все. Видим то, что у нас сыр полностью уже подтаял, поджарился. Ага. Отваливаем его в сторону, высыхать. И начинаем уже сервировать наш суп. Сначала наливаем, то есть черпаем ложкой гущу, чтобы потом, когда мы будем выливать бульон, оно не накапало на борта тарелки. Тоже, как бы в первую очередь же человек получает наслаждение от еды Глазами. визуально, Да, да, чтобы все было Совершенно верно. красиво все было. Мгм. И нашим пармезаном. Пармезаном. Как-то надо его, как ты говорил, отшкрябать. Да, отшкрябать. Чё? Оно легко отойдет. Опс. Ага, ну вот оно вот такое получается. Ну, как ты говорил, практически как чипсы, да? Да, ага. Оно еще не высохло, но в целом сейчас оно уже высохнет. То есть такие непонятные, ну не то что непонятные, такие вот фракции чипсов. Все, в целом. Можно еще чуть-чуть добавить. Все, супчик готов. это мы тоже убираем. Дальше мы подходим к нашему ризотто. Убираем в сторону пакет. Так, это можно вот сюда. Так. Догоняем его, так сказать, по вкусу. Соль. Кстати, водно-солевой баланс у всех людей он разный. Обратили внимание, да? То есть для кого-то недосоленый, а для кого-то он прям пересол. За счет того, что у всех организм устроен по-разному. Ну Вроде да. как вещества одни и те же мы вырабатываем, потребляем, да? Но за счет того, что есть генетические свойства у каждого человека свои, у всех восприятие того или иного вкуса, они разные. Так, добавляем еще черного перца. Поперчим. О, такой аромат пошел сразу. Так, и на этом этапе мы вбиваем туда сливочное масло. А, Профессиональным языком это называется эмульсия. За счет того, что в рисе содержится большое количество крахмала, жир он не будет вытекать прям сверху, как на супах, да? А он повсеместно будет обволакивать рис. Активно перемешиваем, так сказать, эмульгируем. Добавляем на этом этапе пармезан. Можно пятерку, пожалуйста? держи. Сверху просто. Да, вообще не жалея. Чем больше сыра, тем больше вкус. Точнее, чем жирнее, тем вкуснее. Не жалейте сыра. И активно помешиваем, чтобы все у нас однородно перемешалось. Сыр, само собой, расплавился. Да. Что неудивительно. Да, учитывая, что у нас горячее блюдо. Так. Все. Видим то, что у нас обретает текстуру уже узнаваемое нам ризотто. Добавляем чуть-чуть влаги, так как я вижу то, что немножко густоватое. Дополнительно прогреваем. То есть самый главный этап в готовке — это доводить в конце по вкусу, по соли, по
по сахару, да, или по перцу, или по жиру, по сливочному Да, маслу. но все равно же, да, повар же пробует свои блюда Да, определенно. перед тем, да. Ну, то есть получается, что не секрет, что повар все время сыт. А? Повар все время сыт Да. во время работы. Ну, то есть как бы ест. А, нет, да, кстати, ага, из-за этого нарушается вот твой повседневный аппетит, режим питания, да, да. есть такая тема у поваров профессиональных, то, что они каждый раз пробуют, его организм думает, то, что мы начали кушать, Да, он до конца начинает не вырабатывать кушает. кислоты, Ага, да, а он как бы а надо он все не время- доел как бы. Вроде как бы не доел, но... А потом вроде начал одно и тут же другое. Поэтому вот огромный минус, так скажем, профессии, но в личной жизни ты все равно потом все обратно восстанавливаешь, так сказать. Наливаем горкой. И таким вот... Ой, положу я сюда. Ну, да, положи там. Хитрым движением, равномерно, А вот так делается, да? да, ага, равномерно распределяем по тарелке. Все. И конечный этап нашего блюда. Можно, пожалуйста? Опять же, Опять же сыр. Пармезан. Но не на этой терке, а вот на этой непонятной. Вот эта терка называется пюрешница. То есть, мелко. да, мелко-мелко. То есть пыль прям. Видим то, что прям пыль. Ничего страшного, то, что по бортам. А, ну как бы это своего рода украшение, декор. Да. Опа. Ух ты. Да, обильно. И на украшение этого блюда пойдут цветы василька. Они, кстати, очень часто используются в разных сухих специях, в чаях, или как правильно? Не знаю. С чаем. С чаем, да. Да. Вот, все, в целом у нас блюдо полностью уже готово. Да, Можно я предлагаю, уместно- чтобы ребята сняли красивую эту. Уместно еще чуть-чуть зелени добавить, потому что, как мы уже выразились о том, то, что люди в первую очередь, Кушают сначала глазами. да, Визуальное Поэтому- наслаждение. поэтому Ну, это контраст красиво. цветов должен быть. Красиво. Все, вот так все выставить. Все, мы успели, справились. Мой Гулан, спасибо тебе. Самая любимая часть передачи. Держи ложку, Спасибо. держи по супу. Давайте пробовать. Опа. Да, приятного аппетита. Спасибо Давай вам попробуем. тоже. И тут кусочек бекона я выловил. Класс. Здорово, Понравилось, да? спасибо. Да. Ну и вот этого тоже надо обязательно попробовать. Ризотто. Что, как вам? Чуть было не сказал ризотто, как ризотто, это шутка. Чуть не оскорбился. Ирина. Да. Нет, здорово. Спасибо. Калович, спасибо, мой Гулан, тебе за готовку, за интересную беседу. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру в конце пожелания для наших телезрителей. А можно как-то нестандартно? Ну, как хочешь. Так, хотел бы передать благодарственные слова моим родителям, дяде, маме, а также моим близким. И love. Это просто локальное такое. Ага. Вот. А я еще раз, друзья, скажу, что у нас сегодня был повар, финалист фестиваля Муса Стар Ойгулан Мандаров. Ойгулан, спасибо тебе за участие в нашей передаче. А я, друзья, на этом прощаюсь. Петр Цпандин, программа «Просто вкусно». Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.